У каждой эпохи есть свои герои. Одним из духовных покровителей народа является мастер классики якутской живописи, академик Российской академии художеств, трижды народный художник Афанасий Николаевич Осипов. Имя Афанасия Николаевича известно далеко за пределами республики. Его многолетняя творческая деятельность целиком связана с родным краем. Он автор тематических картин, портретов, пейзажей, вместе составляющих многоликую галерею образов Якутии. Имя Афанасия Николаевича Осипова, оно как алмазная звезда, как бриллиант. Потому что это выдающийся художник. Это уникальнейшее явление культуры, духовности нашей республики, народа Саха, да и всей России, всего мира. С гордостью он носил звание, имя академика, академического искусства. Он был первым нашим президентом Академии духовности. Он был профессором нашего института, Арктического института культуры и искусств. Но самое главное, он был настоящим художником. Вот это самое главное, художник. И в этом году, когда мы отмечаем по указу главы республики именно год труда, так, мы должны особо подчеркнуть именно роль Афанасия Николаевича Осипова как художника, который показал для нас образ труженика, человека, который трудится. Афанасий Осипов родился 28 февраля 1928 года в якутской крестьянской семье, в отдаленном Аласе Бетюгостер второго иргитского наслега Хангаласского улуса, впоследствии вошедшим в горный район. Он перед тем, как идти в школу, уже умел полноценно читать и писать, потому что сестра Аннес научила его заранее. Когда он пошел в первый класс, одноклассники были разного возраста, большинство намного старше него. После 1 месяца учебы учитель Илья Егорович подготовленного, одаренного мальчика сразу перевел во 2 класс. Таким образом, мне посчастливилось учиться вместе с сестрой Аннес. С теплотой вспоминал позднее Афанасий Николаевич. Осиповы издревле известны семейством талантливых мастеров. Отец Николай был мастером промышленного артеля. Трудился председателем колхоза, потом в Бердигестяхе работал мастером по дереву. Брат Сафрон Николаевич тоже был мастером. Общение с охотниками и промысловиками предопределило выбор будущей специальности, и когда пришло время выбирать профессию, он поступил в кооперативный техникум на Пушника. Однако по окончании техникума весной 1945 года в судьбе 17-летнего юноши произошел крутой перелом. Он решает стать художником и с этой целью выехал в далекую Москву. Ничто не могло помешать желанию стать живописцем, даже дорога длиною в 27 дней. Москва на 10 лет учебы стала отчим домом, а его университетами были художественная школа при институте, затем сам институт имени Сурикова и Третьяковская галерея. В 1955 году, успешно окончив учебу и защитив дипломную работу «Изгнание шамана», высоко оцененную Государственной экзаменационной комиссией, Афанасий Осипов возвращается в родную Якутию, посвящая свою жизнь любимой профессии художника. В 4 или 5 классе я впервые узнала о якутском художнике. В детстве постоянно коллекционировала картинки, опубликованные в журнале «Огонек». Репродукции картин известных художников всегда вызывали у меня большой интерес.
И однажды увидела произведение художника из Якутии Афанасия Николаевича Осипова «Изгнание шамана». Я была как загипнотизированная. Меня так поразило сочетание цветов, красок, будто человек поглощает и уносит совсем в другой мир. Такая сильная была картина. Увидев эту картину, я переместилась в бытие наших древних предков. Вечное противостояние добра и зла, белого и черного. Вернувшись в родную Якутию, Афанасий Николаевич преподавал в Якутском художественном училище. Он был очень требовательным преподавателем. Сам великий труженик не прощал лени прогулы студентов. Это подтверждают позднее и студенты, и коллеги периодов, когда он заведовал кафедрой живописи Якутского филиала Красноярского художественного института и когда являлся профессором, заведующим кафедрой живописи Арктического государственного института культуры и искусств. Поехали мы в творческую поездку с ним вместе по Лени-реке. Это была большая группа такая, всесоюзная. В Тиксе там нас распределяли уже по разным, кто куда хотел. Кто на север, кто к рыбакам, кто к морякам. И Афанасий Николаевич нам Зиной предложил: поедемте в Титары к рыбакам. Видели, как Афанасий Николаевич рано с зарей встает, потом делает свои упражнения, йогой занимался. И потом все, вставайте, давайте там завтракать. Тут же мы быстренько все это собирали на стол, завтракали и планировали, что делать, куда пойдем, что будем рисовать. Получила такую школу после института, как надо работать художнику самому. Никто не должен ни подгонять, не говорить, вот надо работать. Глядя на Афанасия Николаевича, конечно, нельзя было не работать. В 1956 году в Иркутске состоялась выставка художников Сибири и Дальнего Востока. Участвовавших в той выставке молодых якутских художников Афанасия Осипова, Михаила Лукина, Эллея Сивцева было решено напрямую принять в члены Союза художников СССР. А через год в Москве впервые в истории прошли Дни литературы и искусства Якутской ССР. В это грандиозное событие художников Афанасию Осипову и Василию Антонову предложили работать над декорацией к спектаклю «Нюргун-Ботур». В те дни в Музее революции была показана выставка произведений якутских художников. С этой выставки Министерство культуры страны приобрело этюд к картине «Изгнание шамана». А некоторые работы были с выставки доставлены в Кремль для показа Хрущеву. И среди них была картина Афанасия Николаевича «Изгнание шамана». После такого успеха, случившегося в 1957 году, Афанасий Осипов оставил работу преподавателем в училище и стал свободным художником, занимающимся только творчеством. Афанасий Николаевич был приверженцем реализма. Он работал с натуры. И это было кредо художника, при этом, отталкиваясь от реальной действительности, каждый сюжет его наполнен такой философией народов Якутии, связанной с пониманием проживания человека в гармонии с этой природой, с миром. Основная черта творчества, я бы сказала, такой мажорный, радостный, солнечный взгляд на реальную действительность. Очень мало в его творчестве, скажем, таких полных драмы, сюжетов. Художник любит человека, любит этот мир, любит эту природу. Благодаря творчеству Афанасия Осипова во всем мире узнали о жизненном укладе северных жителей, о мужественных людях труда и всю красоту природы бескрайней Якутии, неведомые ранее миру заполярные края, самое начало которого зародилось в Нижнеколымской тундре, куда поехал по инициативе старшего друга, земляка Семена Петровича Данилова. Здесь серия работ того времени. В 1958 году я с Семеном Даниловым
поехали в Нижний Колыму посмотреть, что за север. Все очень интересно, как там живут эвены, эвенки, чукчи. В самом деле мы были поражены, во-первых, самым бытом этих людей. Одежда совсем другая. Вот такой двойная доха, двойные шаровары. Когда мы приехали в тундру, нам дали такую одежду, двойную доху, двойные шаровары. И на собачьих упряжках поехали в тундру. Жили вот у этих Келепичина, Селепцова, вот Неустроева Анна. Всех я прекрасно помню. Говорил, там у меня в рисунке есть Татаев и так далее. Там был старик Егор Васильевич Татаев, вот его сын. Ему было лет 70, он разговаривал на 5 языках. По-венски, по-юкагильски, чукотски, по-русски, по-якутски. Это поразительно, это был полиглот. И многие по 3-4 языка знали. И этот старик был вообще уникальный человек. Первая республиканская художественная выставка «Советская Россия», открывшаяся в 1960 году в Москве, стала одним из крупнейших событий года в советском изобразительном искусстве. За 3 месяца работы выставку посмотрели 400 тысяч зрителей. И там Афанасий Николаевич выставил свои 9 работ, 2 картины и 7 этюдов. Именно это время народный художник считал своим самым высоким достижением в творческой жизни. Первым обратился к стилю, называется суровый стиль. Это значит, до этого, если вот в картинах, ранних его работах, в той же дипломной картине, там были сюжеты, да, кто приходит, кто там рядом стоит, как-то действия были, то в суровом стиле действие как таковое исчезает. Крупным планом монументальные полотна появляются. Триптих, вот люди тундры, например, да, хозяйка тундры, хозяин тундры или строитель братской ГЭС. Там не обязательно какие-то психологические моменты показывать, а именно образ человека, труженика. Так был суровый стиль подан в то время, это был стиль самый востребованный в конце 50-х, 60-х, 70-х годах. Обращаясь к общественной деятельности Афанасия Осипова, поражаешься его неутомимости. Он участвовал почти в каждом новом начинании Союза художников СССР, РСФСР и Якутии. Участвовал широко, как депутат Верховного Совета СССР 11-го созыва, первый якутский действительный член Российской академии художеств, президент Академии духовности Республики Саха-Якутия, не пропускал ни одного случая послужить делу искусства, как он работал на республиканских, зональных, российских выставках. Мало того, что он был прекрасным, да, живописцем, художником, он еще был великолепным оратором. Он говорил совершенно свободно, и его вот эти личностные качества, они, конечно, имели огромное значение вообще для для установления якутского искусства именно в таком профессиональном плане. Очень много и социальных вопросов. Строилось здание Союза художников по Лермонтова, потом художественный фонд строился, то есть решались какие-то социальные вопросы по предоставлению жилья, отбирал работы на зональные, на российские выставки. Афанасий Николаевич, конечно, играл на этих выставках огромную роль, его авторитет, и поэтому якутские художники были представлены, конечно, на всех уровнях. Он для меня очень дорог, не только как художник, но и как наставник. Помогал и предоставил правление не только меня, но и многих других художников. Он пригласил, тогда шла всероссийская, всесоюзная тоже, то есть выставка в Москве, и он пригласил меня посетить эту выставку. Потом мы вместе с ним работали. Когда 90-е годы открылась филиал Красноярского института художественного на базе училища нашего с первых дней. И он предложил мне, я тогда работал преподавателем в училище,
и он предложил мне быть ассистентом его курса. Первый выпуск мы выпустили с ним вместе, 6 лет вместе работали. За это время, в общем-то, я многому его научился, и постановки поставить, и натюрморты, и работать с ребятами на пленэре. И я как-то скучаю, даже можно сказать, по ним. Период расцвета изобразительного искусства Якутии, он был самой крупной фигурой не только в Якутии, а вообще в России, да, и он возглавлял именно Дальний Восток. Дальний Восток был ответственным секретарем по развитию именно изобразительного искусства. И, конечно же, у нас в Якутии были 3, скажем, титана. Это Афанасий Николаевич Осипов, живописец, Афанасий Петрович Мунхалов, график, и, конечно же, Потапов Иннокентий Афанасьевич, первый искусствовед Якутии. Вот эти 3 человека, они основали высшее образование в области изобразительного искусства в Якутии. Это стало началом тоже открытия в будущем Арктического института культуры и искусства. В семье Афанасия Осипова есть продолжатели искусства. Его сын Борис и дочь Анна – художники современного направления. Персональные выставки Анны в городах страны вызывают большой интерес у зрителей. Художественная связь поколений не прерывается. На самом деле, когда живешь рядом, не замечаешь. Но потом думаешь, что вот по сравнению с другими отцами он был очень удивительный. Во-первых, он все время все что-то мастерил мне. Начиная лет 6-7, когда мы еще переехали впервые в каменную квартиру на Октябрьской, там очень много детей было во дворах. Все играли в войну, естественно, в то время. Чем попало, палками, там какими-то железками, якобы автоматы. А папа сделал мне просто роскошный автомат с трещоткой. Назвал его кубинским, потому что тогда как раз Фидель Кастро очень популярен был. Только недавно свершилась революция на Кубе. И я вот с этим автоматом носился. Мы с ним делали воздушных змеев на даче, какие-то корабли. То есть он все время находил что-нибудь. Потому что он удивительно здорово работал руками. У него мастерская была, конечно, больше моей. Там стояла все столярные принадлежности были, верстак стоял. И он сам делал рамы, сам делал мебель для дома. У нас первая мебель, вот кухонная, вся была сделана им. Потом он сделал мне так называемый уголок для работы. Там были книжные полки, доска для рисования, чтобы я рисовал или там буквы писал. В общем, у меня был специальный уголок, сделанный тоже им. И мне казалось, что это вот естественно так. А потом я когда прикинул, у других-то таких отцов не было на самом деле. Вот. Произведения художника стали достоянием многих музейных и частных собраний России и зарубежья. Третьяковская галерея, начиная с монументального живописного полотна «Гэх» с более чем 100 персонажами, приобрела еще много его творений. Ни одна из работ других якутских художников, кроме полотен Афанасия Николаевича, вплоть до 2018 года не стала достоянием Третьяковки. Национальный художественный музей стал обладателем большого собрания художника, более 300 живописных полотен и еще 400 произведений находятся на временном хранении, что, несомненно, стало хорошей основой для именной галереи Осипова. По указу Вячеслава Штырова в 2011 году создан филиал Национального художественного музея «Именная картинная галерея Афанасия Осипова». Здесь представлены все периоды творческой жизни народного художника, проходят экскурсии, творческие вечера молодых талантов, различные мастер-классы и обучение по художественному мастерству. Также коллектив галереи организует выездные выставки, пленеры в 50-градусный мороз. В 2020 году галерея стала победителем национального проекта «Культура» по проекту «Артефакт», куда вошли 40 экспонатов. Загружаем приложение в телефон, открываем ее, нажимаем, так, сканируем QR-код, который обозначен, установлен у нас в галерее. Можно и без QR-кода, то есть можете заходить и посмотреть всю коллекцию галереи. Нажимаем,
выводится картина, нажимаем проигрывать, или купола над ней. и вот уже начинает рассказывать. Конфигурация жилища не изображена. Но автором Есть три точки соприкосновения, точки интереса. Нажимаем на них, и здесь выходит описание. Линии деревянных шестов. Афанасий Николаевич – неугомонный путешественник, странствующий в поисках глубинной красоты природы и человека. Но особое место в сердце Творца занимает его малая родина, его родственники и земляки. В его родном селе Мытах около 3 десятилетий работает картинная галерея, где бережно хранятся более 100 творений, которые великий художник и его семья преподнесли в дар. На днях сотрудники музея готовят выставочный зал к юбилейным мероприятиям. На обозрение будут выставлены 63 новых произведения Афанасия Осипова. Здесь выставлена фотозона, как бы имитирующая мастерской Афанасия Николаевича Осипова. Будет стартовать проект «Рисуем вместе». Мы будем рисовать вот картину «Крыша мира». Мы разделили эту картину на 100 квадратиков, частей, да, и каждый посетитель выбирает одну клеточку, и он рисует эту клеточку, да. И будем, наверное, подарить некоторые клетки знаменитым нашим посетителям. В 2018 году Бердыгистяхской средней школе присвоено имя Афанасия Осипова. В библиотеке школы действует музей, первыми экспонатами которого стали 8 картин художника, подаренные семьей Афанасия Николаевича. Музей стал местом общения с миром искусства, с миром Афанасия Осипова для подрастающего поколения. Были изучены произведения Афанасия Осипова, в котором запечатлены образы наших земляков. Юные исследователи провели большую работу по поиску прототипов героев картин. Собрана большая библиотека видеороликов, родственников и самих героев картин. По итогам работы были созданы комплект открыток с QR-кодом видеороликов и электронная книга. В творчестве Осипова значительное место занимают картины из зарубежных командировок художника. Школьниками была составлена хронология поездок и найдены соответствующие годам и странам командировок картины. Результатами поисковой работы стали открытки, которые получили всеобщее восхищение. Жители Горного Улуса глубоко чтят имя великого земляка. В честь 95-летнего юбилея подготовлена обширная программа. Педагогическая палитра, республиканский фестиваль педагогов в школе имени Афанасия Николаевича Осипова, республиканский конкурс художников, мастер-классы, запланированная реконструкция картины Афанасия Николаевича Осипова «Мунха» в селе Өрт, республиканский традиционный пленэр «Боркомискистете» в селе Дикимде. Ну и, конечно, все эти мероприятия будут проходить совместно с Национальным художественным музеем, Якутским художественным училищем, Институтом культуры и искусства, Академией духовности. И сегодня мы рады, что готовится к изданию книги Василия Ильича Алексеева, Владимира Прокопьевича Парфенова, фотовыставка Афанасия Николаевича Осипове. Готовится совместно с картинной галереей Афанасия Николаевича Осипова раскраски для детей, подарочные открытки с изображением картины Афанасия Николаевича Осипова. Мы хотим переиздать книгу «Рисуют дети Горного Улуса». Ну и, конечно, впереди национальный праздник Исех и большое торжественное мероприятие в день рождения Афанасия Николаевича Осипова в селе Дикимняк, где будут торжественно переданы картины Афанасия Николаевича Осипова учреждением образования и культуры, картины, которые передала Татьяна Капитоновна со своими детьми в дар Горному Улусу. Определен состав республиканской комиссии по проведению юбилейных мероприятий во главе министром культуры и духовного развития Юрием Степановичем Куприяновым. Определены планы работ по направлениям. В текущем году планируется большая работа с муниципалитетами, с районами, где работал Афанасий Николаевич Осипов. Пользуясь случаем, я хотел бы всех жителей Якутии присоединиться к юбилейным мероприятиям, участвовать в конкурсах,
которые будут анонсированы. Мы, пользуясь случаем, хотели бы поблагодарить главу города Евгения Николаевича, руководителей и жителей Губинского округа за поддержку инициативы по обустройству сквера Афанасия Николаевича Осипова. Хотел бы поблагодарить епархию в лице владыки Романа за постоянную поддержку. Как истинный выразитель истории целой эпохи, Афанасий Осипов навсегда остался в памяти народа Саха верным другом, достойным героем, выдающимся лидером и духовным покровителем. И, конечно же, любящим отцом.